В Якутске сегодня студенты и преподаватели Северо-Восточного федерального университета возложили цветы к мемориалу «Слава победителям». Торжественная церемония стала доброй традицией. Каждый год нынешнее поколение отдает дань памяти работникам и студентам Якутского педагогического института, защищавшим Родину. Подробности далее. Этот обелиск был возведен в память о сотрудниках, преподавателях и студентах Якутского педагогического института. Впервые он был возведен в 1995 году и тогда включал имена 97 ветеранов Великой Отечественной войны. В честь 70-летия Великой Победы мемориал был обновлен. Теперь здесь увековечены имена 383 ветеранов, преподавателей и студентов нынешнего Северо-Восточного федерального университета. Среди них и Иннокентий Алексеевич Слепцов, заслуженный архитектор Якутии. В 16 лет ушел на фронт. После войны поступил в Московский архитектурный институт. Затем вернулся в Якутск. Долгие годы работал в инженерно-техническом факультете главного вуза республики. Супруга Клара Парфеньевна Самсонова бережно хранит в памяти все награды мужа. Имеет, знаете, заслуженный архитектор РСЯ, лауреат премии имени Аюнского, отличник высшей школы СССР, орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией и Японией и многие другие медали. Студенты помнят подвиги героев, которые не только защищали страну в годы Великой Отечественной, но и внесли весомый вклад в развитие системы образования республики уже после войны. Как мы все знаем сейчас, особенно в мире, в западных странах, как мы все знаем, искажается история, вся правда о Великой Отечественной войне. Да? И именно мы, молодежь, получается, мы должны сохранить эту правду, эту память о наших ветеранах, потому что это для нас яркий пример. С каждым годом ветеранов и вдов, кто приходит на церемонию возложения цветов, увы, становится все меньше. Теперь помнить и чтить – это все, что остается нынешнему поколению. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск.